Приветствую вас, дорогие подписчики, гости канала, вы на канале Таро Дома. Меня зовут Александра, и у меня для вас прогноз на 13 марта. Смотрим мы с вами на колоде пасьянс. Я смотрю все знаки от Овнов до Рыбок в двух частях. Это первая часть, первые 6 знаков. Смотрим Овны, 13 марта, среда, события дня. Так, поехали, Овны, смотрим. Гости, первое событие. Чашечка чая. Подарок. Солнце – это радость. Хорошее настроение. У вас больше на выходной похож. Змея. Замок – это открытие секретов тайн. Угу. Ну и, конечно, проверяем горизонталь, вертикаль. Обязательно. Цепочку нельзя соединить. Сердце есть по вертикали. Это любовь. Здесь нет и здесь нет. Так, значит, смотрите, у вас выпадает, возможно, будут гости в этот день, или вы пойдете, или к вам придут подарки, хорошее настроение, гармоничные отношения в паре, любовь, открытие секретов тайн, ну, может быть, там в гостях будете делиться друг с другом секретами. И змея показывает, что возможно общение с человеком, у которого такой острый язычок. Но опять же, это может быть кто-то, например, из друзей. Может быть, просто характер такой, знаете, человек острый на язык. Так что не всегда змея показывает, что нам ее стоит опасаться. Тем более при таких хороших событиях. Благодарю за внимание, Овны, и перехожу дальше к Тельцам. Смотрим Телец. 13 марта. Тельцы. Подарок. Приглашение. Деловой разговор. Бабочка. Возможно, какой-то презент. Тайная встреча. Тайное свидание. Нерешенный вопрос, цепь. Так, и проверяем здесь. Значит, цыпленок еще есть. Семья, дети. Здесь нет, 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 нет. Нет, и здесь тоже нет. А, есть вот еще якорь. Пропустила. Получается, значит, смотрите, первое событие показывает, у вас может быть приглашение в этот день, тайная встреча, подарок, деловой разговор, нерешенный вопрос. Вопрос какой-то не решится, ножницы далеко друг от друга. Общение с семьей, с детьми, и якорь показывает, что вы где-то проведете много времени.
Может быть, за разговором, может быть, за решением этого вопроса. Или на какую-то встречу, куда вас приглашают. Но якорь это вот 2, 3, 4 часа на одном месте без перемещений. Так что вот такие события для вас. В принципе, особо тут ничего плохого нет, кроме вот нерешенного вопроса. Ну, все вопросы решаются рано или поздно. Благодарю за внимание. Тельцы, перехожу к близнецам. Смотрим близнецы. 13 марта. События дня для близнецов. Удача. Что пропустила, друг. Солнышко нельзя. Чемодан. Лебедь, это верность. Кровать, интимная связь. Бабочку нельзя. Домик нельзя. Расческа неприятность. Так, ну и, конечно, смотрим здесь. Горизонталь, вертикаль я не вижу. Диагоналями не соединяем. Да, вот в произвольном порядке соединять нельзя. Получается, смотрите, в этот день удача, везение на вашей стороне. У вас будет общение с друзьями, у вас будут гармоничные отношения в паре, возможно, знакомство в этот день, интимная связь, временная разлука, расставание и неприятность также есть. Ну, может быть, благодаря удаче как-то эта неприятность проиграется немножко легче. Но в любом случае вы должны быть к ней готовы. Иногда, допустим, если события не показывают ничего, да, кроме неприятности, она может происходить на глазах у вас с кем-то. Так что еще вот как вариант может так проигрываться. Благодарю за внимание, близнецы. И я перехожу дальше к ракам. Смотрим раки. 13 марта. Марта, раки, события дня. Что я у вас ничего не вижу. Вроде бы ничего нигде не пропустила. Ну, так иногда бывает, нет совпадений. Угу. Смотрим. Ага, вот смотрите, есть по горизонтали неприятность. Так, смотрим дальше. Подарок есть. Ну, еще даже парочку и нашли совпадений. Болезнь есть.
череп. Возможно, неприятность, связанная со здоровьем. Здесь нет карты. Получается, я нашла у вас 3 события. Ну, если вдруг вы что-то где-то увидели, а я пропустила, тут, видите, значения подписаны. Ну, или, в принципе, можете в комментариях у меня спросить значение. Получается, 3 события. Первое – неприятность. Второе событие – получение подарка. Получите или, может быть, даже подарите. И тема здоровья тоже выйдет на первый план у вас, получается, в среду. Возможно, будете заниматься здоровьем или произойдет какая-то неприятность, связанная со здоровьем. Так что будьте осторожны. Благодарю за внимание, раки. Перехожу к вам. Львы. Львы, 13 марта. События дня. Тоже не вижу совпадений. Цыпленок. Первое событие. Тут 2 варианта. Смотрите, змея или метла еще можно. Смотря, что вы первым увидели. Метла – это ссора, змея – это общение с человеком, у которого длинный язык. Болезнь. Может еще, кстати, знаете, кто быть? Медик. Змея. Медсестра, врач, лаборант. Колебания, сомнения, весы. Так, смотрим теперь здесь. Тайная встреча. Здесь не вижу. 5 событий. Первое событие – тайная встреча. Может быть, с кем-то в среду. Общение с семьей, с детьми. Тема здоровья проиграется. То есть будете заниматься здоровьем. Возможно, будете посещать медучреждение какое-то. Будет сложный выбор. И будет общение с человеком, ну, у которого такой острый язычок. Так что такие события для вас. Ну, либо второй вариант – это может быть медик. Если вы будете посещать какое-то медучреждение. Благодарю за внимание, Львы. Перехожу дальше к Девам. Так, Дева. 13 марта. События дня для Дев. Среда, 13 марта. Поехали, смотрим Девы. Змея. Змея может показывать медработника, может показывать человека, у которого острый язык, который будет вам делать какие-то замечания. Тут и так может быть. Тайная встреча.
месяц. Событие, которое происходит каждый месяц с вами, будет 13 марта. Слезы. Либо якорь еще, смотрите. Тут два варианта. Якорь показывает, что вы несколько часов можете провести в одном месте. Ну, слезы — это слезы. Я первые слезы увидела, оставляю их. Может быть, змея вас доведет до слез. Временная разлука, расставание, чемодан. И мешочек с деньгами нельзя. Значит так, получается, в этот день тайная встреча может быть у вас, общение со змеей, ну, да, человек с длинным языком, событие, которое повторяется постоянно, слезы и временная разлука, расставание. Такие события для вас. Благодарю за внимание. Дальше перехожу к весам. Знаки от весов и рыбок у меня уже будут во второй части видео. Ссылочка всегда есть внизу под видео в описании. Нажимайте, переходите, мы уже с вами увидимся во второй части.